Привет всем! Добро пожаловать на канал Товарман. Сегодня мы пригласили в нашу студию очередного нашего предпринимателя. Зовут его Самат Майрамбеков. Майрамбекович? Майрамбеков. Он является давнейшим резидентом нашей бизнес-платформы. Мы часто его приглашаем на наши форумы, на наши мастер-классы, тренинги в качестве эксперта в области SMM-продвижения, маркетинга, директолога, таргетолога и много очень других, наверное, навыков, которые позволяют в интернет-среде привлекать как можно больше клиентов, продвигать ваш бренд, создавать сайты. Ну, это очень большая, обширная зона, о которой мы постараемся сегодня очень сжато поговорить. Самат является ярчайшим примером лично для меня. Он является одним из тех, кто сделал себя сам. Он на сегодняшний день является владельцем нескольких бизнесов, у него несколько суши-баров в Москве. Он начинал свою предпринимательскую деятельность с продвижения холодильного оборудования в интернет-среде. Он объединился с партнером, который вложил деньги, соответственно, Самат вложил свои мозги, и у них получился интересный проект, на котором они зарабатывали там очень большие деньги. Этот пример, на мой взгляд, прежде всего интересен тем, что именно благодаря знаниям маркетингу, навыкам маркетолога можно в последующем создавать свой бизнес с легкостью. Самат, спасибо, что пришел к нам в студию. Мы с удовольствием приглашаем тебя на наши мероприятия, на наши образовательные мероприятия в том числе. Ну, давай сначала познакомим тебя нашим зрителям, всем нашим подписчикам. Расскажи о себе, когда ты приехал вообще в Москву, сколько тебе было лет и как ты вообще начал путь, ну, как ты начал свой предпринимательский путь, наверное, так скажем. Я приехал в 2013 году в возрасте 13-14 лет. С родителями, получается? Да, с родителями. Вот. Я год дома сидел, обучением занимался компьютерным. Потом я поступил в колледж. 3 года я учился очно. И в 16 году, когда заканчивал колледж, я устроился на работу. Кондиционерами занимались, климатическую в компанию. И там меня обучали маркетингу. Я занимался только Яндекс.Директом. И я потратил тогда, в день я по 9 часов где-то в среднем тратил на курсы. Тогда не было, в принципе, каких-то курсов. Там в Ютубе не было никаких, по сути, инструкций. Там методом проб и ошибок учился. И я на Яндекс только потратил около года где-то на его обучение. Вот, я 1,5 года в фирме поработал. Потом я уволился. Когда уволился, мне монтажники, которые я брал на работу тогда, предложили открыть фирму. Я буду заниматься административным управлением, а они техническую профинансировали. Потом я открыл в то же время портал Джардамбер, это как авито для мигрантов, и параллельно развивал соцсети. У нас сейчас около 1 миллиона мигрантов в Москве, это узбеков, таджиков и киргизов. Вот. Это имеется в виду в твоей базе? Да, в моей базе, там, в соцсетях, на порталах и так далее. Потому что мигрантов намного значительно больше в Москве, в Московской области, да. Да, потом в прошлом году зимой мы открыли суши-бар, в мае еще один открыли, и в октябре последний, 3-й открыли. Вот. Параллельно к этому с 2016 года я занимался обучением маркетинга. Я проходил Skillbox, я проходил Convert Monster, я проходил Филипп Царевский. Еще там частные были. И плюс на практике я потратил на маркетинг, грубо говоря, около 4 лет. В день там в среднем по 10 часов я трачу именно на рекламу, настройка и так далее. И благодаря этому сейчас обучился разным фишкам, как там с Яндекса с 3000 делать там 10 000, с Гугла там с 500 рублей 7 000 рублей и так далее.
Вот, и чтобы у клиентов ходить, ну, самым дешевым методом. Скажи, вот я не буду сейчас много тебя мучить по поводу твоего бизнеса, насколько я знаю, у тебя несколько суши-баров, еще каких-то других проектов. Не будем тратить на это время, давай поговорим все-таки с точки зрения маркетолога. На чем ты сейчас зарабатываешь в качестве маркетолога? Какие услуги ты оказываешь клиентам? Ага, да, сейчас я в основном работаю только крупными брендами, это с банками, там, Компаньон, Кыргызстан, там сейчас Дуслик, строительными компаниями. Как эти компании находят тебя? Они в основном через рекомендацию, плюс ну, через мои порталы. И я помогаю комплексно там. А один канал не подходит, ну, в основном на другой, и надо балансировать. И когда, в принципе, знаешь все каналы, которые есть в маркетинге, то намного проще, в принципе, ты уже знаешь, что ожидать. И для собственников, как я, прежде чем что-то запускать, я, в принципе, уже знаю, ну, какой результат, что ожидать, сколько надо потратить и что делать. А большинство, ну, заходит с большими какими-то ожиданиями и в темный лес. Для них это темный лес, не знаю, там пойдет или не пойдет. У них ожидания просто какие-то, ну, нереальные. А когда ты уже понимаешь маркетинг, ты уже знаешь, ну, результат. И вообще, в принципе, заниматься этим делом или нет. Также маркетинг помогает там, изучать анализ рынка и получать клиентов до того, как вы уже вложитесь, откроетесь, чтобы минимизировать риск. Сколько может зарабатывать человек, который обладает такими знаниями, как у тебя, в месяц в Москве? В Москве, если заниматься чисто маркетингом, то в районе 500-600 тысяч. Это реально. Ну, в начальном этапе от 100 точно. Так как я занимаюсь развитием своей платформы, их у нас много, плюс бизнес, плюс спорт и так далее, у меня мало времени на маркетинг. У нас есть команда, но в принципе мы акцент на маркетинг не делаем, мы больше развитие на свой портал. Но есть люди, которые со мной начинали, они вот 500-600 тысяч зарабатывают. Что должен знать маркетолог, чтобы зарабатывать 500-600 тысяч в месяц? Ну, это 500-600 приходит с опытом, но в начальном этапе, там, грубо говоря, 50-60 тысяч заработать очень легко, потому что один сайт в среднем 50 тысяч стоит. Настройка Яндекса там в среднем 20 тысяч. А настройка Гугла то же самое. Там введение Инстаграм просто там, в районе в месяц 15 тысяч. И набрать там 5-6 клиентов очень легко. Именно. То есть это, по сути, где-то больше 100 тысяч, да, можно зарабатывать? У каждого там человека есть знакомый, который бизнесом занимается. Можно обычно начать с них. Я так и начинал, у меня друзья, которые занимались, просто обращались ко мне, я их поддерживал. И когда я работал в найме, я уже там в 2 раза больше зарабатывал именно на поддержке друзей, чем на своей работе. Хотя я уделял там в день пару часов. Ну, то есть могу я сказать уверенно нашим зрителям, нашим подписчикам, что ты зарабатываешь в принципе там, от 100 до 500 тысяч в месяц. Это только на маркетинг. От 100 точно. В среднем вот минимально около 200. Около 200 тысяч. То есть это не напрягает, и при том, что ты не акцентируешь на этом бизнесе, да? Да, у меня, во-первых, мало времени, во-вторых, маркетинг сейчас очень сильно растет, и весь офлайн бизнес переходит в онлайн. И за счет этого сейчас абсолютно всем надо вести бизнес именно в онлайне, потому что у кого нет онлайна, то значит его не существует. В этом есть, как бы, на самом деле, наша рекомендация, также рекомендация нашей бизнес-платформы, уважаемые наши подписчики, что вы сейчас, если вы решили заняться в ближайшем будущем предпринимательством, вы должны обязательно совершенствовать свои знания в онлайн-среде, в онлайн-маркетинге, в онлайн-продвижении. Поэтому обязательно вы должны это для себя изучать как бы столпы вашего бизнеса. Я верно говорю? Да. Скажи, пожалуйста, и все же, если говорить о том, что нужно знать конкретно, чтобы предлагать людям услуги маркетолога. То есть это создание сайта, там, продвижение, там, таргетирование. Можешь об этом поподробнее? Если это офлайн бизнес, грубо говоря, какой-нибудь там ресторан или салон красоты, то знание там всяких агрегатов, там, карты,
всякие купонаторы, таргетинг именно по геолокации, именно это для оффлайна. Если это... Эти радары со сбора MAC-адресов. Да, Wi-Fi радары, там, настройка Яндекса подключения к радару. Там, в Гугле именно по геолокации. Если это онлайн, то подключение к маркетплейсам. А если это именно товары. Именно если это онлайн, по всей России продается, там, конечно, каналов больше. Но в среднем надо обладать минимум знания, это контекстная реклама, таргетинг и желательно карты еще. 3 основных направления. И со временем можно еще, если заниматься товаркой и там нишей, где мало конкурентов, то можно еще поизучать SEO. Это бесплатное продвижение, получение клиентов. Мы в среднем в месяц на суше около 2000 бесплатных клиентов получаем, а на мои порталы около 60-70 тысяч бесплатных заходов именно по SEO продвижению. Сегодня маркетологи, да, то есть являются такой самой востребованной профессией. Как ты думаешь, в ближайшем будущем он также останется востребованной профессией? Или эти профессии заменят боты, там, какие-то роботы или еще что-то? Нет, скорее всего он останется, потому что маркетологи всегда ценились, и даже крутых маркетологов из компании в компанию там перетаскивали, тот же вот из Pepsi, в Apple там переманивали и так далее. Маркетологи всегда были. Роботы не могут придумать там креатив, боты всякие и так далее. Все-таки человек останется выше. Плюс к этому, когда ты обладаешь хорошим знанием в области маркетинга, открыть бизнес в принципе не составляет труда, потому что каждый предприниматель, у кого нет онлайн и так далее, предлагает тебе долю в бизнесе. Либо знакомые, которые хотят открыть, но боятся, они тебе предлагают долю. В неделю у меня в среднем 5-6 человек предлагает долю, потому что и открыть бизнес для тебя становится как-то намного проще. И просто перестаешь заморачиваться насчет этого. Там типа как открыть бизнес, а что делать, а вложения нужны и так далее. Вот этот вопрос весь отпадает, потому что находятся люди, которые все на себя берут из тебя только клиент и все. А иногда бывает доля даже тебе 70% отдают от этого. Смотри, вопрос такой. Вот у нас в основном многие смотрят, читают наши посты в Инстаграм, в других социальных сетях, люди, которым интересен бизнес. Либо те, кто желает создать свой бизнес в ближайшем будущем, либо кто создал уже свой бизнес, да. Что бы ты мог пожелать начинающим предпринимателям, допустим, человек, который открыл студию массажа, да, с чего начать рекламу, если у них полнейший ноль клиентской базы, то есть у них нет клиентской базы своей наработанной, они открыли студию массажа. С чего ты рекомендуешь им начать продвижение своего бизнеса в интернет-среде? Если все зависит еще от бюджета, если у них ограничения очень сильные по бюджету, то начинается с бесплатных вариантов. Это карты, опять же, Авито, профилю, именно доски объявлений с них, плюс карты. Это уже первый этап. База клиентов, постепенно уже переходить на таргетинг. Платно. Да, платно уже на контекстный и так далее. Сколько нужно на начальном этапе денег, чтобы запустить свою рекламную кампанию? Если вы сами хорошо понимаете в этой сфере, то в районе 20 тысяч с головой хватит. А если ты это не знаешь? А если не знаете, если нанимаете, смотря опять кого наймете, в среднем около 100. Около 100 тысяч. Да, и это не факт, что... То есть лучше инвестировать в свои мозги, да, там, 1030, 40, чтобы обучиться этому, и потом всю жизнь экономить на этой услуге. Да. Тем более, на самом деле, у нас очень много предпринимателей, наших соотечественников, которые осуществляют свою деятельность в Москве непосредственно, в России. Я имею в виду успешные, у которых бизнес такой стабильно идет, где-то развивается, где-то идут спады, но это все-таки предпринимательство. Эти люди все занимаются упаковкой, продвижением своего бизнеса самостоятельно. Они не нанимают сторонние компании, сторонних специалистов. И путем проб и ошибок они выстраивают свою рекламную стратегию таким образом, чтобы она работала. То есть что-то работает, что-то не работает, что не работает, они отсеивают и начинают дальше. Но тем не менее они экономят сотни тысяч рублей на том, что они знают это.
Да, и не только, допустим, берем на обычный случай, если у вас есть бизнес, там вы нанимаете рекламщика, там только на одно направление на Яндекс в среднем 15 тысяч стоит обслуживание. И, допустим, если вы кладете 10 тысяч рублей, там 20% налог, получается 8 тысяч плюс работа, в общей сложности вы потратите 30 тысяч взамен на 8 тысяч рублей. Также, если вы сами хорошо понимаете, то есть возможность, допустим, с 5 тысяч получать там 10-15 тысяч рублей в Яндексе. И таким методом можно я в месяц получать от Яндекса 20-30 тысяч дополнительно бесплатно. Это все легально, да? Это легально все, да? Да, все легально. Также через Google и можно научиться бесплатно. Вот за год мы где-то получили от Яндекса вместе с Google около 6 миллионов бонусов. 6 миллионов это очень много. Супер. Многие даже тоже не знают. Супер. Как ты думаешь, легко ли освоить профессию маркетолога? Вот ты начинал, я так понимаю, от безысходности. Ты устроился в компанию, где необходимо нужно было продвигать товары, тебя обучали маркетологи, либо ты сам как-то имел к этому интерес определенный? Я сам имел интерес, потому что у меня выбор был либо сейчас быстро научиться освоить и идти дальше, либо идти на склад, потому что так как у меня наставников не было, в принципе, у меня некому было помочь, и родственников никого нет, и ни связей, у меня почти выбора не было. И мне либо на склад идти, либо попробовать хоть что-то. И вот я даже без выходных, наверное, каждый день сидел курсами, именно мне интересно было, чтобы это освоить в дальнейшем, чтобы мог продвигать свои интересы. И в дальнейшем мы на Яндекс, на Google очень много денег тратим. И пришла мысль создать собственную платформу, чтобы начинающим предпринимателям помогать. Допустим, кто открывается без бюджета, часто и кому нужны мигранты, ко мне обращаются, чтобы дешево и быстро набрать клиентов. В начальном этапе. Да, на самом деле Самат очень долгое время нам помогает развивать наши мероприятия, привлекать участников на наши форумы, поэтому мы стараемся использовать руки профессионалов в этом деле. Самат как раз является таким. Мало того, уважаемые наши подписчики, у нас сейчас для вас очень отличная новость. Мы совместно с Авматом, бизнес-платформа Табарман, совместно с Саматом, плюс еще некоторые специалисты организовали абсолютно новый проект, который назвали курс маркетолога, да, где мы будем готовить желающих стать маркетологом, освоить эту профессию. Как Самат уже отметила, эта профессия никогда не будет неактуальной, потому что всегда будут востребованы и необходимы маркетологи. Даже ко мне сейчас очень много обращаются предпринимателей, уже успешных предпринимателей, которым не хватает маркетологи. То есть от них идет запрос. В частности, как раз идея создания курса маркетолога зародилась и тогда, да, когда к нам поступали очень много запросов и просят помощь наших соотечественников, кто разбирается в маркетинге, продвижении в интернет, привлечении клиентов из интернета. Поэтому мы очень долго над этим работали, очень много ресурсов туда внедрили. Причем себестоимость этого курса значительно выше, чем мы сейчас предлагаем. То есть наша цель условно говоря, не зарабатывать, а именно увеличивать число хороших специалистов в области маркетинга для того, чтобы совместно в будущем создавать какие-то проекты. Либо там, допустим, к нам поступает заказчик, либо к Самату поступает заказчик, большой бренд, и он просто этот проект делегирует вам. Да? То есть плюс вы можете дополнительно зарабатывать на этом очень неплохие деньги. Вот Самат лично подтвердил этому. Мы, в принципе, это знали. В среднем маркетолог, если он фокусируется только на этой работе, он может заработать около 500 тысяч рублей в месяц, а может быть и выше. Да? Все зависит от того, насколько качественно вы оказываете ваши услуги, насколько, видите, в чем секрет Майрамбека. К нему обращают, Майрамбек Самат, прошу прощения, Самат, в том, что секрет в том, что к нему обращаются крупные бренды за сотрудничеством, в том, что его рекомендуют.
рекомендует те, кому он качественно оказал те или иные услуги. И вот в этом весь секрет. То есть нужно оказывать качественный сервис, чтобы клиенты всегда оставались довольны, и после этого гарантированно у вас будут больше клиентов, потому что довольный клиент один – это 10 новых привлеченных, ну как минимум, я так думаю. Да, и к этому маркетологи в принципе долго не работают, потому что рано или поздно они просто открывают свою компанию. Агентство. Да, у меня знакомый тоже занимался маркетингом, давно еще. Сейчас он единственный крупный дистрибьютор видеокамер в России. Он уже, грубо говоря, миллионер-миллиардер. Миллиардер. Да, Рублевый. Да, рублевый, потому что у него крупная компания уже, он уже единственный дистрибьютор в России. Все камеры ему поступают, он уже снабжает Казахстан, остальные. Он начинал именно с того, что… Да, маркетинг, их очень много. Вот любой маркетолог в среднем 3 года занимается, у него несколько минимум бизнесов. Потому что поэтому эта профессия, в принципе, никто долго не задерживается, потому что там год-два поработали, набрали связи, команду, и предложений очень много на открыть бизнес, и все, без вложения, без ничего. Поэтому, ребята, в это воскресенье мы проводим наш первый бесплатный влог, где бизнес-наставниками прежде всего будет Самат Майрамбеков, я ваш покорный слуга и, соответственно, другие какие-нибудь, да, узкоспециализированные, возможно, специалисты, которые могут прийти и какую-то отрасль маркетинга могут как-то прокомментировать в качестве бизнес-наставников. Получайте эту профессию, развивайтесь прежде всего сами, создавайте свои бизнесы, привлекайте инвесторов под ваши проекты. Это реальный, уникальный инструмент самореализации, стать успешным человеком. Поэтому начинайте именно с курса «Маркетолог» на Табарман. Добро пожаловать в это воскресенье в 13:00.